Накануне в Москве на металлорежущем предприятии «Вторметалл» погиб 28-летний гражданин Таджикистана Бахтавар Курбонов. Мигрант сорвался с высоты и упал прямо в станок, режущий железную арматуру. В итоге целыми от его тела остались только рука и нога. Очевидно, что хоронить рабочего после такого на родине в Таджикистане будут только в закрытом гробу. Прибывшая на место скорая помощь и остановленное производство никак парню помочь уже не смогли. На заводе назвали случившееся случайностью. Однако ранее на этом же предприятии уже погибли 4 уроженцев Таджикистана. Общая же численность рабочих таджиков на заводе превышает 60 человек. Мы расспросили Карамата Шарипова, главу движения «Таджикские трудовые мигранты», как произошла трагедия и почему на этом заводе в таком количестве гибнут мигранты. Как можно привлечь к ответственности собственника и будет ли выплачена компенсация родным погибшего? Слово эксперту. На наши и на красивые глаза их родственников они ничего даже копейки платить не будут, поскольку уже больше миллиардов задолженностей только Москва перед гражданами Таджикистана. Они живые, и даже живых даже не платят, а мертвым тем более будем судиться, если это хотят родственники. Если родственники сказали, что нам ничего не надо, это беги одна, это расходы. Поэтому здесь сказать, что завтра все прекрасно решится, это ошибочно было бы. Если мы не знали судебную систему России, еще ни один вопрос, за исключением Европейского суда, который рассматривает в судебной системе, не решил в пользу таджика. Если тем более если он национальность, у него таджик, вообще кошмар. Здесь уже мы больше 2 десятилетия занимаем, как называемые, люди последнего сорта. Но не в этом не причастен только Россия, это причастен в этом и законы представители Таджикистана создали вокруг посла какой-то там называемый совет. А этот совет будет всегда себе молча вести. Как в Таджикистане будет хлопать, когда руководитель государства выступает, а в России будет выступать посол. Вот это вещь зараз надо избавиться перед тем, чтобы хоть какие-то вопросы люди будут в жизни или в жизни наших соотечественников, в частности в России.